Я вообще-то по своей профессии строитель. Стройкой занимаюсь уже с 82 года. До этого учился в МИСИ, Московском инженерно-строительном институте. После армии поступил туда. Вот, поучился. Но сейчас жизнь такая, что инженеров много, а нужно руками лучше работать. Адиль – профессиональный отделочник, выкладывает плитку, выполняя частные заказы. Я занимаюсь стройкой, а увлечения у меня совсем другие. Все. Этого зовут Аламан, этого Карахан. Вот оно, главное увлечение Адиля Тулгабаева – собаки породы Алабай. Он отдает им большую часть своего свободного времени. Требуха. По-русски говоря, рубец. Аламан, Карахан. Карахана. Адиль Тулгабаев относится к своим питомцам по-отечески, заботливо и очень ласково. Ведь они для него настоящие члены семьи. Он может спокойно доверить им даже своего внука. В наше жесткое время, чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки. Поэтому, это шутка. Но собаки надежные, преданные. Собаки, как вы видите, к детям, к людям доброжелательные. То, что издревле агрессивных на людей собак уничтожали. А раньше в степь или в горах какой-нибудь путник будет идти, собаки на него кинутся. И что потом будет? Кто будет его охранять? Там ни палки, ни камня, ничего нету. Собак Адиль любил с детства, помогая родным пасти овец в горах. Вскоре это увлечение переросло в профессиональный интерес. И Адиль организовал в Бишкеке общество под названием «Волкодав». И частенько наведывается к своим коллегам, чтобы обсудить текущие вопросы. Ну что, давай, показывай собаку. Собак, разведением которых сейчас занимается Адиль, нередко называют волкодавами. Один алабай может легко справиться с 2-3 волками. Его отчаянное бесстрашие повергают более сильного противника в ужас. Бойцовские качества собак Адиль вместе с коллегами решил использовать и в современной жизни, профессионально подготавливая питомцев к собачьим боям. У нас там есть правила, жесткие правила. И собаки, к тому же, как член семьи становится. Никто его не даст, чтобы просто порвать. И сами по себе, это надо знать азиата. Он очень благороден сам по себе. Собака показала поражение, зубы, голос подала. Азиат не добивает, он благородный. Он все. Ему надо утвердиться, что он выше, что он сильнее. Все. Че, пацаны, гулять пойдем? А? Карахан. Аламан. Перед боем долгая и кропотливая подготовка. Адилю помогает сын. Прогулка, разминка, пробежка вместе с собаками. Так Адиль заботится и о своем здоровом образе жизни. Собакой – это как идешь с хорошей девушкой, красивой женщиной, или на хорошей машине едешь, такое приятное удовольствие, гордишься. Смотрите, свои батюшки, эти собаки, это телята настоящие. Сколько их вкладываешь, внимание, ждешь, растишь. Думаю, быстрее бы 2 года, быстрее бы 3 года прошло бы. А эта часть моей жизни уходит. А думаю, зачем я торопился, думаю. Занимаясь разведением туркменских алабаев, Адиль Тулгабаев узнал, что и в Киргизии издавна существовала порода исконно киргизского азиатского волкодава. Адиль загорелся идеей возродить эту породу. Но таких собак в Киргизии, а тем более в Бишкеке, единицы. Владельцем одного из них является друг Эдиль, тоже любитель собак. Вот это и есть кыргыз-дубет, которого я хочу возродить. Найти их, размножить, вернуть народу. Вот этот небольшой, но такой задиристый, хулиганистый, лучше всего приспособлен к нашим условиям, горным условиям. Но пока это только мечта. Для того, чтобы всерьез заняться разведением этой породы, необходимо организовать не одну экспедицию к отдаленным пастбищам, где у чабанов, возможно, и сохранились представители киргизского волкодава. Все упирается в банальное отсутствие финансов. Я верю, что настанут те времена, когда у сельских жителей в каждом дворе будет свой кыргызский волкодав.